Усім привіт! В етері телеканалу АТR Прайм. Це той час, коли я запрошую до себе в гості і до вас в гості людей, які цікаві особисто мені, і я надіюся, що вам так само. Це або українські люди, які розуміються на ситуації навколо війни, тощо, або люди, які розуміються на тому, що може відбуватися і відбувається в російському рейху, і мають абсолютно проукраїнську позицію і висловлюють її щиро, відкрито і відкрито підтримують Україну. І така людина сьогодні зі мною на зв'язку. Це колишній російський, давно вже антиросійський політичний оглядач, блогер, відеоблогер, який мешкає у Словаччині, у Братиславі, і звати його Саша Сотник. Салям алейкум, Саша. Приветствую. Спасибо большое, Айдер. И я приветствую всех, кто сейчас меня видит на канале АТР. Я благодарю тебя, Айдер, за то, что время от времени меня приглашаешь на этот канал, на этот замечательный канал, потому что вокруг меня создан специальный информационный вакуум, такой заговор молчания. Меня неохотно зовут, потому что я очень неудобный собеседник. Так меня представляют как такого скандального, одиозного журналиста, как меня назвал господин Собянин, фриковатый отморозок, с которым не договориться. Ну, в общем, если система так меня характеризует, значит, я на правильном пути. Большое спасибо тебе за то, что позвал. Ну, радикал, как русофоб и так далее приветствует тебя, в принципе, в этом прямом эфире. Но мне все равно, мне важно то, что ты говоришь, то, что ты делаешь, и я всем рекомендую подписываться на канал Саши Сотника, у него даже их несколько, потому что банят все время и в Фейсбуке, и в Ютубе, подписывайтесь, и везде. Конкретно сегодня я включил себе твой последний ролик, который называется там, полуцензурно, как и все сейчас, да, поэтому я цитировать название не буду, но смысл в том, что ты обратился к Ивану, к русскому Ивану, с таким коротким 5-минутным промовой, такой речью, описав ближайшее будущее, ближайшую перспективу его и его, так сказать, замечательной, в кавычках, реханувшейся родины. А вот я подумал, что раз мы крымско-татарский украинский телеканал, то я попрошу тебя сейчас вот примерно в таком же стиле, в каком захочешь, собственно, стиле, рассказать тем, кто оккупировал Крым в 2014 году, тем, кто туда приехал в составе семей там, террористической армии и так далее, тем, кто стал коллаборантом и воюет сейчас против Украины, тем, кто ждал русский мир, и вот он пришел, а сейчас так пришел, что понятно, да, и что их ждет, и к чему им готовиться, и как правильно себя вести сейчас к чему оккупантам, коллаборантам именно в Крыму. А вот как раз сегодня в нашей программе «Обратный отсчет» вот у меня там на Саше Сотнике будет такое маленькое видео, как будто такая перепуганная мышка, жительница Симферополя, увидев у себя на двери «Привет от ВСУ», такой маленький стикер, «Мы скоро будем, ВСУ», там написано. Она прям верещит, как испуганная мышка, говорит: у меня шок, у меня шок. Мои дорогие коллаборационисты, что я вам могу сказать? Скоро будет очень весело, поэтому вы, пожалуйста, пакуйтесь и собирайтесь, если не хотите принять участие, возможно, в последнем в вашей жизни фестивале. Последним. Дело в том, что ВСУ, безусловно, освободят Крым. И я надеюсь, что очень скоро я смогу поздравить крымских татар с тем, что они вернулись на свою землю, вернулись в свои дома. Но господам рашистам, так называемым, я пока советую, пока есть такая возможность, пока не разбомбили Крымский мост, пока еще есть возможность в этот узкий коридорчик проскользнуть в свою рашистскую пещеру, сделайте это, потому что опоздаете. А потом по решению суда, украинского суда, вы будете восстанавливать Украину долго и упорно, годами и десятилетиями. Я еще раз говорю, по решению украинского суда, по приговору. Потому что если даже не вы,
то ваши руснявые родственнички разрушали Украину. И за все за это придется заплатить. За это придется ответить. Так что, если вы не хотите попасть в некоторую неприятную переделку, поэтому, пожалуйста, уезжайте. И уезжайте прямо сейчас, потому что завтра может для вас уже не настать. Скажи, Саша, какие, на твой взгляд, возможны сценарии, ну и в целом, завершения этой войны, украинской победы, в которой, мне кажется, никто из здравомыслящих людей не сомневается, и конкретно освобождение, возвращение в Украину Крыма? Я для начала хотел бы просто напомнить, за несколько дней до вторжения, массированного вторжения Путина и путинских войск, у нас с тобой тоже был эфир. И я помню, говорил тогда о том, что война, к сожалению, большая война будет неизбежна. Что Путин вторгнется. В это тогда мало кто хотел верить. И мне было крайне неприятно говорить об этом. Сейчас, кстати, 24 числа, когда все началось, я сразу же выпустил обращение, в котором сказал, что, безусловно, Украина победит. Потому что украинцы будут воевать и начали воевать за свою землю. Они будут освобождать свои города, они будут биться за свои семьи, за своих детей, за своих жен, за своих отцов и матерей, дедушек и бабушек. И у них такая мотивация, которой, нет у рашистов. И быть ее не может. Более того, я прекрасно понимал, что вот эта рашистская армия, она очень плохо подготовлена. Это просто какой-то вооруженный сброд, орда, которая пришла и начала делать то, что она делает. На самом деле воевать русня не умеет, а вот украинцы как раз умеют. И за последние 8 лет они научились, а сейчас Украина буквально таки нашпигована оружием. И чем дальше, тем современнее и тяжелее оно будет, и летальнее. Поэтому я думаю, что, безусловно, войско Путина обречено. Путин еще, он совершил сразу 4 ошибки. Он одно недооценил, другое переоценил. И 4 ошибки в точке принятия решения – это катастрофа, конечно. В том, что происходит, виноват, потому что это он принимал такое решение. Да, его подталкивали, ему врали, что украинцы будут с цветами встречать, но этого не произошло. Украинцы воюют, а рашистских чертей просто убивают. И это правильно, и это справедливо. Что будет происходить дальше? Как я тогда сказал, Путин погибридничает, а потом зайдет с козырей. В данном случае, что я имею в виду? Гибридная война у него еще продолжается. Это для украинцев она настоящая, реальная. А для него она гибридная. Она гибридная с Западом. Понятно, что Украину Путин воспринимает как свою вотчину, точнее, свою пацанскую подворотню, которая подпала под тлетворное влияние Запада. И вот в этой подворотне необходимо устроить окончательный махач с этим ненавистным Западом. Со странами НАТО, с Британией, с Соединенными Штатами Америки. Вот с этим всем. Ну и с Польшей, конечно, которую он ненавидит. Он ненавидит, вот я не знаю, он как черт ненавидит прям 3 страны. 3. Он ненавидит Украину, потому что та осмелилась выйти из-под его влияния, просто послала его. Вторая – это Литва, которая, кстати, признала вчера Россию государством-террористом. И третья – он ненавидит Польшу. Я недаром обозначил эти 3 страны как 3 возможных направления ядерных ударов, которые Путин может нанести, когда произойдет вот момент перелома. Потому что сколько ни призывай орков, говорят, там мобилизацию объявят, я думаю, что частичную мобилизацию он может, конечно, объявить там, в прилегающих
областях Украины, да? В Белгородской области, там в Воронежской, в Курской и так далее. То есть где-то, мне, кстати, доподлинно известно, что идет сейчас скрытая мобилизация по зонам, по тюрьмам. В обмен на, в обмен на прощение Путина набирают вот этих уголовников-головорезов, им объявляют амнистию и отправляют в Украину, пожалуйста, то есть с ними подписывают контракт. Я уж не знаю, мне не уточнили, это контракт армейский или с какими-то ЧВК, вот в этом вопросе мне не уточнили, но я точно знаю, что такая работа идет. Ну, сколько он этих чертей уголовных может набрать? Ну, допустим, там 15 тысяч, да? Сколько он еще может по... Идет также скрытая работа по подписыванию контрактов с армией. Я видел фотографию в Новосибирске, потом... В Томске, ну где-то в Сибири там, да. В Томске, в Новосибирске, в общем, да. Там идет эта работа по подписанию контрактов, по привлечению к контрактной службе. Ну, допустим, он еще в близлежащих областях сможет так называемых резервистов, там вот этих партизан, как их называли раньше, набрать еще, ну, тысяч там 30-40, 50. Ну, хорошо, он бросит это все в котел, это мясо в мясорубку бросит. Ну, перемелется это все достаточно быстро, потому что Украина оружие от Запада получает и будет получать дальше. Это будет превращено в фарш очень быстро. А ракет у Путина становится все меньше. А глядя на ту технику, которую он подвозит, эти уже старые грады, да, которые на основе старых ЗИЛов уже используются, эти старые Град-1, по-моему, называются они, это получается, что, в общем-то, истощается его запас летального вооружения. Уже кинжалы пошли в ход. Он уже вовсю Искандерами бомбит Украину, да, стреляет по Украине. Искандерами. Это говорит о том, что налицо некое истощение его запасов вооружений. Так что долго это продлиться, мне кажется, не сможет. Я не являюсь, конечно, таким дипломированным экспертом военным, но я же плаваю в этих новостях и ныряю достаточно глубоко в этот информационный коллектор, каким бы там он ни был ядовитым, токсичным. И я сопоставляю те вещи, которые наблюдаю. Поэтому мне кажется, что до середины июня, это вот максимум, он будет пытаться как-то закрепиться на украинских территориях. Сейчас у него самое главное, ну, как он обозначил, насколько мне известно, это вот это освобождение Донбасса. Ему удалось оккупировать Херсон, и ему главное вот этот сухопутный коридорчик удерживать. Но в его планах, конечно, изначально был захват всей Украины. Так вот, Саш, сегодня только стало известно, перебью тебя, сегодня стало известно, что наша разведка захватила документы. Кстати, много интересных документов командиры русские побросали. Там и агитационные всякие листы, их публикуют тоже, как про бандеровцев рассказывают, про фашистов. Но в том числе они и захватили планы по захвату всей Украины. То есть он действительно до такой степени, там аналитики сидят с такими квадратными головами, что они действительно думали, что удастся захватить всю Украину. И но вот как ты думаешь, он отказался, все-таки он стал ближе к реальности? Или же он до сих пор грезит вот этими абсолютно фантастичными, тем более в условиях ленд-лиза, планами? Ну, понимаешь, да, кстати, вот этот ленд-лиз, это все. Это говорит о том, что, по всей вероятности, ему придется переходить к плану «Б». Потому что, ну... Мало того, что уже даже глава Минобороны Британии Уоллес, он заявил, что Путин и его окружение идут по стопам нацистов и закончат так же, как нацисты. Это в устах министра обороны Британии звучит как приговор. Когда прокремлевские телеграм-каналы пишут, ага, значит, сама Елизавета II не стала выступать в Палате лордов, да, конец близок, это мне напоминает настроение в бункере Гитлера, когда там все ждали смерти Рузвельта. То есть я вижу прямо вот эти параллели. И
конечно, Путин хотел завоевать всю Украину. У него это было все в планах. Но теперь в связи с ленд-лизом, в связи с тем, что произошло то, что произошло, он понимает, я думаю, что он понимает, что придется либо довольствоваться малым, либо, если Украина перейдет в контрнаступление и в наступление, и рашистов погонят с территории Украины, а я думаю, что именно так и произойдет в ближайшие месяцы. Я, к сожалению, не могу давать каких-то прогнозов там по времени, потому что я не обладаю всеми данными и могу ошибиться. Я знаю точно, что вот это произойдет. Украинцы погонят рашистов со своей территории. И встанет вопрос о переносе боевых действий на территорию страны-агрессора. И вот в этой точке Путин будет принимать то решение, о котором сейчас очень многие говорят. Применит он оружие массового поражения или не применит он такого оружия? Ну, а поскольку характер этой войны я вижу как его гибридная схватка с Западом на украинской территории, то, разумеется, я думаю, что если у него будет возможность только одного залпа. Одного. И вот здесь могут быть разные варианты. Либо он нанесет тактический ядерный удар только по Украине, либо в нескольких направлениях. Это будет сделано после того, когда станет вопрос о переносе боевых действий на территорию Российской Федерации. Я подозреваю, Саш, что это может случиться. Ну, может, как бы на это все равно все закладываются, и понятно, что все рассчитывают сейчас уже на худшее, но вот все-таки возникает такой вопрос, он все время возникает на самом деле, да, когда на него смотришь, на Путина. С одной стороны, это такой там храбрый фюрер, там, мы там ядерный пепел, все его пропагандисты там и так далее. С другой стороны, 10-метровые столы, боязнь там любого шевеления, отмена, значит, парада летной части, ну, потому что, как один человек сказал, в голову каждому летчику не влезешь, да, вот, и, может, кто-то захотел бы направить свой самолет на мавзолей и так далее. Вот, то есть, с одной стороны, страх такой, с другой стороны, демонстрация безумия. Вот где в действительности, кто он больше? Вот он все-таки рассчитывает угрозами торговаться с Западом, или вот он действительно думает, что, ну, потому что ядерная война в любой форме, ядерный удар, это ответный удар будет, конечно, уже от Америки, от Британии и так далее, потому что Украина не имеет ядерной бомбы, а прощать такое, ну, ему никто не будет. Это будет переход всех Рубиконов сразу, да? Вот черт его знает, да, вот какова твоя аналитика? Все-таки осталось там какое-то, ну, не знаю, самосохранение, и это будет северокореизация, да, с понтами, с огрызаниями, с угрозами и так далее. Или он действительно решится устроить мировую войну? Мне так кажется. Я наблюдаю за ним давно и за его решениями, и анализирую его решения. Мне кажется, он все-таки мыслит в парадигме имперских обид. Соединенные Штаты Америки – это такие сволочи, взяли и нанесли 2 ядерных удара. Они же ударили по Хиросиме, по Нагасаки, они же это сделали. А почему они сделали, а мы нет? Ну, наверное, настало время и наше пацанское. Поэтому я думаю, не, ну, что... может быть, Саш, потому что тогда ответить было нечем. А сейчас, как я понимаю, в случае... Ну, во-первых, люди на разведке увидят подготовку к этому всему. Они наверняка открыто его предупредят о том, что будет, да. Как бы цели все пристрелены, и я думаю, что все-таки ПВО западное, да, они лучше, чем ПВО российские. Как бы, ну вот, кто это будет исполнять и каким образом, ну, я сегодня говорил с одним экспертом шведским, да, он говорит, что все-таки ядерный арсенал сейчас не те, что в холодную войну. И, в принципе, он может устроить большие разрушения, но ответный удар будет такой сокрушительной силы, что, ну, шансов вообще никаких нет, тем более они знают, где он находится, знают его там бункеры и все остальные прочие вещи. То есть, ну...
какой смысл и в этом самом? Ну, в принципе, он же владеет, по крайней мере, своей территорией, по крайней мере, на данный момент, на момент там, выхода украинской армии к границам, а украинская армия вышла уже к 1200 километров своих границ, и из них 2/3 это границы именно с Российской Федерацией. Вот, может быть, он захочет стать Ким Чен Ыном, Ким Чен вот таким, или все-таки нет? Я думаю, что этот человек психически больной. Я думаю, что он смотрит в зеркало и видит некую историческую фигуру, которой потом будут пугать детей. Если он решил, что... Если вы решили, что вот я такой плохой, то я вам покажу, какой я на самом деле плохой. Вы еще не представляете, какой я плохой. Вы будете, человечество лет 300 будет вздрагивать от одного моего имени. Приблизительно так он может думать. То, что он трясет этими искандерами на границах там, в Калининграде у себя, да, и показывает, проводит такие показательные учения, стрельбы, отрабатывает нанесение всяких ядерных ударов и так далее, он демонстрирует, что вы там не мечтайте на Западе, что у меня ничего не полетит. У меня все полетит. И подлетное время будет крайне неудобное для вас. Вы несколько ракет все равно не перехватите. Он пугает, он демонстрирует, да, он готовится. И чем дальше будет длиться эта его так называемая спецоперация, чем дольше, сильнее он будет увязать на украинской территории, а потом отползать назад с большими потерями, которые он сейчас скрывает. Они просто не забирают трупы своих солдат. Полно таких публикаций и видео очень много, где мертвые российские солдаты, которые не востребованы Министерством обороны России, вот они лежат и гниют. Кстати, из-за этого могут начаться всякие эпидемии и так далее. Вот, поэтому я думаю, что Владимир Путин, он не думает о населении, он не думает о людях, он не думает о последствиях. Он полностью всецело поглощен какой-то не какой-то, а агрессивной геополитической игрой. Помнишь, Айдар, однажды он сказал в одной из своих прямых линий, он сказал такие слова: «А зачем нам такая планета, если на ней нет России?» И я думаю, что этот его вопрос дает ответ на твой. Он именно в этой парадигме мыслит. А если нет России, то зачем такая планета? Не доставайся ж ты никому. А в России, естественно, должен быть президент. Кто? Угадайте с двух раз. Конечно, Владимир Владимирович. Потому что есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Он мыслит, что он что он великий и надолго, очень надолго. Кстати, все эти инсинуации по поводу его здоровья, якобы там у него рак, или там почки, камни в почках, и вот за этими камнями рак как раз и спрятался. Вот эти все инсинуации я бы отбрасывал сразу. Потому что все, о чем вещает господин Соловей, и там его эта когорта конспирологов, они просто уводят от реалий, они усыпляют, они убаюкивают, что вот надо еще немножко подождать, он сдохнет сам. Не сдохнет. Крыса в России здоровая, на голову хворая, да, а вообще здоровая. И просуществовать он может еще и 15, и 20, и 25 лет. Понятно, поэтому я хочу следующий вопрос задать такой. Вот Байден буквально вчера, позавчера сказал, что он очевидно, он видит, что у Путина нет выхода из этой войны, но имеется в виду выхода достойного, который он себе представлял, да, перед своим вот этим народом так называемым. И Байден сказал: я пока не знаю, что с этим делать, я буду думать. И типа, знаешь, такой ушел думать. Ну, думает, я думаю, не он один, думает, я думаю, целые институции, военные спецслужбы, я думаю, что не только американские. Потому что то, что как бы они представляют собой... Саш, ты слышишь меня? Алло. Какие-то небольшие проблемы со связью, но сейчас мы восстановим связь.
И я думаю, что Саша выйдет в эфире, я когда увижу, вы поймете, о чем я хочу спросить. Я хочу спросить о том, что какой выход видит Запад из этой ситуации, потому что угроза как бы всему миру. Вот Саша вернулся, ничего страшного, бывает в эфире технические сбои. Саш, что может предпринять Запад как не просто даже ответную, а может быть как превентивную меру, если он вот дойдет до прямых угроз ядерным оружием, они увидят, что он действительно потянулся за кнопкой, да? Какие варианты, на твой взгляд, есть реакции Запада? Ну, мне очень сложно как-то моделировать такие вещи, но единственное, что мне кажется, необходимо наносить превентивный удар по той территории, где он находится. Именно физически находится Владимир Путин как центр принятия таких вот страшных решений. Если он в это время там под горой Ямантау где-то, известный его бункер, да, о чем, кстати, уже китайцы его предупреждали. Они говорили, что противобункерные бомбы такие, которые на 2 километра вглубь проникают, и там взрываются, все уничтожают. А у тебя там 300 метров, ну, подумаешь. То есть они ему намекнули, китайцы, как бы левшие друзья, но тем не менее намекнули. Поэтому я думаю, что, конечно, необходимо применять такой превентивный удар непосредственно по центру принятия решения. Вообще... я, конечно, не понимаю, почему до сих пор сама Россия не отрезана полностью, тотально от всего мира, почему нет тотального эмбарго на все. И, конечно, почему до сих пор против Владимира Путина не была проведена спецоперация, ну, как против Бен Ладена, допустим, да? Мне вопрос кажется, риторический, Саш. Я думаю, что сейчас ты продолжишь. Просто я об этом тоже сегодня думал, рассуждал с одним экспертом, я говорю, шведским, в приватной беседе. В принципе, если такой удар, то есть если не увидишь, что Путин, в принципе, готов, да, сделать такое последнее самоубийственное решение и опасное для всех, то удар должен быть нанесен, ну, по логике, да, по центру принятия решений, то есть по самому головному мозгу фюрера, да, непосредственно по центру исполнения решений, то есть командные пункты, кабели, средства связи, да, которые отдают приказы, там приводят в действие всю эту структуру. Обязательно, конечно, по телевизионным центрам, которые, чтобы экран погас, чтобы вот население вдруг осталось с черным квадратом и не Малевича, а вот таким, да, в растерянности. Мы знаем, как это бывает, когда телевизор пропадает, это был августовский путч, но знаем, когда они в растерянности не понимают, кто ими руководит, а потом выходит новый руководитель и говорит, так, значит, вот так здесь строится, и они все остаются дома сидеть, если этот плебс. Ну и, конечно, последнее, это вполне реально, кстати, есть кабели интернетские, которые связывают Россию, то есть отрубить еще и от интернета, и вот это все сделать одновременно. Но мне кажется, вот это единственный возможный сценарий в случае, если он действительно, они увидят, что он тянется к ядерной кнопке. Ну да, это справедливо. Эти действия необходимо сделать. Но, кстати, по поводу Останкина и вот этих телевизионных всех излучателей, я еще в начале прошлой недели предложил загрузить им пакет обновлений такой, чтобы у них обновилось все раз и навсегда. Чтобы погрузить их, вернуть их в эпоху аналогового вещания, чтобы они вещали, как Анна Шатилова и Игорь Кириллов, там, на фоне своих зеленых тряпочек. Вот. И не было у них никаких этих виртуальных студий, ничего, чтобы не было. Я думаю, что к концу недели Соединенные Штаты Америки, они же ввели все-таки санкции против телеканалов, Первого телеканала, НТВ и Россия-1. Они запретили поставку телевизионного оборудования и программного обеспечения на эти каналы. Неужели, думаю, меня услышали? Ну, хорошо, если так. Но я имею в виду, Саш, даже не физическое уничтожение Останкина, там это сомнительно эффективно и сомнительно нужно. Есть средства коммуникации, средства передачи сигнала. Ну, то есть, чтобы как бы отключить на поток наркотиков, грубо говоря, для населения, чтобы оно было растеряно в тот момент, когда, в общем, и фюрер как-то не очень будет целенький. Да? Но это, ладно, мы гипотетически рассуждаем.
Конечно же, это такое дело, хотя я думаю, что разведки об этом думают все равно, потому что это уже безопасность всего мира, не только Украины. Вот один прислал мне вопрос, один зритель, хочет у тебя интересоваться, пишет: спросите, пожалуйста, Сашу, согласен ли он с такой терминологией, что вот, зритель наш считает, что Путин и его армия, так называемая, на самом деле, террористическая орда, что это люди, которые во многом маньяки, там, маньяки крови и так далее, что они вполне реально, что не только они наслаждаются зрелищем разбитых городов, уничтоженных, там, тел запытанных и так далее, но и что сам лично Путин является прямым потребителем и, я не знаю, там, вплоть до сексуальных сцен, там, до сцен расстрелов и так далее, что это, в принципе, мы имеем дело, возможно, впервые, в таком масштабе и с такими телекоммуникационными возможностями, именно армии маньяков, и во главе с фюрером именно маньяком. Так, что ты думаешь в этом поводу? Я думаю, что да, это близко к истине, потому что Владимир Путин, он отдавал приказы, например, об устранении самым жестким способом своих врагов, своих неприятелей. То, что у него маниакальная ненависть к Украине, к украинцам вообще, если его пропагандисты пишут... Немножко подвисла связь опять, но ничего страшного, сейчас мы восстановим. Вот. Бывает все во время эфиров. Интересный разговор. И об этом сейчас я уверен. Да я просто знаю, что о том, кто такой Путин и вообще какое противоядие против этой крысы, который сам, кстати, Путин, образ крысы, он сам в своей книге надиктовал. По-моему, там есть такой эпизод, где загнанная крыса там в подъезде, что-то такое прочее. Вот каждый из подсознанки своей, вот он из питерской подсознанки это доставал. Да, продолжай, Саша, связь восстановилась, продолжай, пожалуйста. Так вот, я думаю, что Владимир Путин, безусловно, является маньяком, и мы знаем примеры его приказов об устранении своих оппонентов самым жестоким способом. Достаточно вспомнить отравление Александра Литвиненко, достаточно вспомнить убийство Бориса Немцова на Москворецком мосту, жестокое. Очень много всяких примеров. То, что его пропагандисты путинские открыто говорили о том, что нужно решать украинский вопрос. Что такое решать украинский вопрос? Это же нацизм в чистом виде. Речь идет именно о геноциде украинского народа. Поэтому, безусловно, Путин нацист и Путин маньяк. И его армия – это армия маньяков. Мы имеем дело с расчеловеченной массой таких биоорганизмов, белковых организмов, с криминальным типом сознания. Поскольку они все зоновские особи, то они не знают такого понятия жалость. Я вот сегодня, опять же, в моей программе «Обратный отсчет» будет перехват украинской разведкой телефонного разговора, где одна рашистка своему мужу, орку, говорит по телефону: вот нам сюда, в Россию, украинцев привозят, и вот, значит, там украинские дети говорят, значит, что 9 мая не наш праздник, 9 мая, наш праздник 8 мая, а не 9 мая. Я бы, говорит, у них всех... уши бы поотрезала, пальцы бы поотрезала и так далее. То есть какие-то дикие вещи говорит. Они там действительно с криминальным типом сознания, они там маньяки. Маньяки. Поэтому я абсолютно согласен с нашим зрителем, который оперирует такими формулировками. Саш, маньяки маньяками, но у маньяков есть как бы одна особенность, по крайней мере, как я их себе представляю. Они очень любят кровь, они очень любят чужие мучения, они действительно любят пытки, любят зрелище пыток, вот это общество маньяков, которое наслаждается в новостях, так называемых, зрелищем разрушенных городов, убитых украинцев, просто реально наслаждается, да? Но у маньяков здесь есть нюанс. Они, как правило, не являются собой примером самопожертвования.
Вот, то есть сами гибнуть маньяки, я вот не помню, что в отличие от террористов, кстати, да, террорист готов на самопожертвование ради какой-то идеи, а маньяк, он вот его чужой страх, унижение, кровь возбуждается, да, и общество возбуждает, но вот как-то сам он не готов. Вот Путин не объявил мобилизацию и отрицает, что он будет ее объявлять, да, он боится того, что вот в реальности люди упрутся, скажут, не-не-не, вот убийство по телевизору, это зашибись, это нам нравится, а вот сам я рисковать туда как бы не пойду. Вот насколько велик потенциал вот этих маньяков, которые готовы добровольно идти, а сейчас идут почти все добровольно, ну, кроме небольшого количества срочников, да, и каков потенциал мобилизации этого маньяческого рейха, и действительно ли Путин вот перед предпоследним шагом, ну, последним мы уже обсуждали, да, предпримет массовую вот это «все на войну с мировым нацизмом», давайте, это слесарь, сторож, алкоголик, значит, дура, вставайте в ряды. Я думаю, что он может на это пойти, может. Мы имеем дело ведь не только с криминальным типом сознания и с маниакальным типом мышления. Мы еще имеем дело с тоталитарной сектой. Причем с тоталитарной сектой, когда глава этой секты может призвать к суициду. Он, собственно, время от времени к этому призывает. Он говорит, что вот мы в рай, а они сдохнут. Это же такая форма призыва к массовому суициду. Давайте всей секточкой сейчас в рай отправимся. Поэтому, я думаю, какая-то часть сектантов откликнется на этот призыв, что такая родина путломать зовет, и они пойдут. Это будет часть упоротых, прям совсем упоротых особей. Но есть и другая, которую нужно будет, придется мотивировать. Возможно, какими-то благами после того, как все закончится, после победы, да, после великой победы. Вы будете героями, вы придете с трофеями, вам, значит, все грехи будут прощены, вы герои. Ну и третья часть, которая будет упираться, но надо будет тогда несколько показательных процессов против дезертиров, против отказников. Нужно будет вводить военное положение, естественно, ну и по закону военного времени показательно ставить к стенке. После этого, я думаю, пойдут. Но я не исключаю того, что какая-то часть по закону на фронт просто будет сдаться в плен, переходить на сторону украинцев и пополнять отряды, я не знаю, там каких-нибудь там штрафных батальонов или там армии, как называется, есть уже какой-то там русский легион, да. Вот я хотел спросить, как ты относишься к идее русского легиона в составе Сбройных сил Украины? И насколько это эффективно? И там я видел просто фотографии, что уже в разных городах так называемой России есть и литера «Л», вот это появляется, и, возможно, есть подполье, возможно, не все пожары случайные везде там, да, и вот эти вещи. Да, военкоматы поджигают, надо сказать. Военкоматы поджигают. Я же говорю, да, я про это говорю, что какой у тебя может быть, есть хотя бы косвенный инсайт вообще, что может происходить в плане сопротивления внутри рейха? Сопротивление, к сожалению, очень слабое, оно носит точечный характер. К большому сожалению, у меня инсайды неутешительные. К большому сожалению, от 70 до 90% населения поддерживает то победобесие, ту антиукраинскую повестку, которая насаждается внутри России. Здесь утешить ничем не могу. Но вот к этому батальону я, безусловно, отношусь положительно. Единственное, меня смущает вот этот бело-синий-белый значок. Вот он меня смущает. Потому что мне кажется, что любой, кто цепляет или поднимает вот эту бело-сине-белую тряпочку, в душе остается имперским. На самом деле этой империи, безусловно, не должно существовать, она должна распасться, ее необходимо расчленить, и чтобы она больше никогда никаким своим соседям не угрожала. Ну и, безусловно, запретить ей иметь армию или какие-то там серьезные вооружения. Поэтому вот эта бело-сине-белая тряпочка меня смущает.
Ну, давай тогда пока оставим вот именно в этом случае эту тряпочку на рассуд главнокомандующего Збройных сил Украины. Да, наверное, они имеют какой-то в этом деле смысл, и это их логика, логика людей, которые принимают решения об этом батальоне и так далее. Это все-таки это все равно это Збройные силы Украины, так? А вот в гражданском плане мы это обсудим. И флаг в том числе. Я уже говорил там и прямо в эфирах, каналах всяких, что флаг России должен быть белым для начала, вот, с капитуляцией, а потом уже во всем остальном. Да? И вот тут уже начали, но этим флагом пользуются и не только как вот прям флаг-символ, да, а поведение такое. Вот такой Олег Тиньков, да, который издевался над Украиной, который глумился над Майданом, который допускал абсолютно расистские высказывания по отношению к украинцам, вдруг прозрел. Ну, это просто частный случай прозрения. Да? Вдруг такой офтальмологический бум произошел среди некоторой части бизнесменов. Они свинтили за границу, там артистов и так далее. И, ну, условно говоря, они вот этот флаг и вывешивают, что мы хорошие русские, мы за Украину, там все дела, все такое, за все хорошее против всего плохого. Но мы тут же начинаем вспоминать, что они помогали строить этот рейх, что они причастны и так далее. Вот тонкая грань. С одной стороны, хочу вот спросить твое мнение. С одной стороны, как бы если человек деятельно помогает, ну, например, там деньги собирает какие-то, передает на вооружение, там, на что-то еще в помощь Украине, и закрыть глаза на то, что он делал и говорил до этого, да, или же все-таки до конца неискренними быть не может, если им нельзя доверять, даже если они-то вот любой флаг вывешивают и говорят, даже украинским обмотаются в 3 слоя, да, что вот где тут рацио? Вот все-таки есть польза от использования таких людей, они же сейчас клеймят Путина, режим, Россию, там даже некоторые клеймят, или все-таки это какой-то троянский конь, который в будущем будет ну, не полезен, скажем так, в Украине и Западу? Я считаю, что вот этот проект бело-сине-белой тряпочки, вот эта новая оппозиция, такая прозревшая, антивоенная и прочее, все эти Овсянниковы, Невзоровы, вот эти коллективные, я считаю, что это, безусловно, сопротивление системы Путину. Это та часть системы, которая не хочет подыхать. Это та часть системы, которая будет говорить: нет, русня не такая, большинство русни ждет трамвая. Нет, не верьте им. Те люди, которые хотят помогать Украине и украинцам, они, как правило, делают это тихо, незаметно. Они не афишируют своих действий. Они не светятся на телеэкранах и не кричат об этом громко. Вот она я, или вот он я такой вот. Нет. Все эти люди, эта система, она очень хочет перезагрузиться. И сейчас, вот как ни странно, для именно этих представителей этой части системы Путин является врагом. Это правда. Они сейчас работают против него. Потому что они очень хотят перезагрузиться и самовоспроизвестись. Они не хотят, чтобы империя сдохла. А Путин ведет эту империю именно к погибели. И в данном случае, если Путин нажимает на красную кнопку, условно, да, то он этим самым ее просто бивает об стену, эту самую систему. Это называется «больше ты существовать не будешь». Потому что если взовьется ядерная ракета в небо, после этого, и не дай бог, если она еще достигнет своей цели, после этого я просто вангую страшную вещь, говорю. Всех русских, всех выходцев из России будут называть как фрицев в 1945 году. То есть немец в 1945-м, все, фашист. Без вопросов. Разговора больше никакого не будет. И никакие бело-сине-белые тряпочки никто воспринимать не будет. Поэтому, пока этого не произошло, они будут вопить, они будут верещать и рассказывать о том, что ведь у них главный паттерн какой? Не все такие. Мы не все такие. Не вздумайте нас мешать всех одной краской кровавой. Не надо нас смешивать. Уже и Чулпан Хаматова там рассказывает о том, что какая ее самая главная печаль, самая большая ошибка, что она 20 лет не смотрела телевизор. Девушка
Да ты этим телевизором была. Рассказывай, что не смотрела телевизор. То же самое, как сейчас вещает этот господин Невзоров. А ты в курсе, что... Вот я тебе сейчас скажу, ты, наверное, не знаешь. Невзоров сейчас самый мощный пропагандист по охвату аудитории. У Невзорова самый крутой охват аудитории. 227 миллионов. На втором месте Владимир Соловьев. Далеко позади. 160 миллионов охват. На третьем месте Ксения Собчак со 133 миллионами. И только на четвертом месте Симонян. И на пятом далеко-далеко Скобеева. Поэтому система сейчас выдвигает во фронт вперед, в авангард таких, как Невзоров, таких, как Овсянникова. Это их агенты влияния, заброшенные как личинки системы за границу, откуда они уже успешно вещают и влияют. Поэтому с этим надо что-то делать, с этим надо как-то бороться, обращать на это внимание и, боже упаси, верить этим вот этим нехорошим редискам. Скажи, пожалуйста, Саш, вот чем ты мотивируешь, что, ну, скажем, какая опасность? Вот Александр Глебович Невзоров говорит ужасные вещи про русских, но я не знаю, он, наверное, перепрыгнул меня в русофобии. Вот, ужасные вещи про русскую православную церковь, которая действительно того заслуживает. Но даже в Украине я не слышу таких определений уничижительных, да, хотя, казалось бы, про русскую православную церковь, да, ну и так далее. То есть критика абсолютно беспощадная. А каким образом ты говоришь, что ставишь его в один ряд с этими пропагандистами и говоришь, что... То есть какая угроза может исходить для, допустим, Украины, Запада от людей, которые, ну, там ни к одному слову придраться невозможно. Это такая русофобия, прям такая ядерная. Но это очень опасный человек, действительно опаснее Соловьева и опытнее Соловьева. Он начинал в программе «600 секунд», ты это помнишь прекрасно. Я хочу напомнить, что в свое время он по его доносу был посажен и позже умерщвлен такой оппозиционный деятель Юрий Шутов в Санкт-Петербурге. По заказу Березовского господин Невзоров в 1997 году снял античеченский фильм «Чистилище». Я хочу напомнить, что именно господин Невзоров был депутатом Государственной Думы Путинской, да? Что господин Невзоров был доверенным лицом Владимира Путина и призывал за него голосовать. Я еще раз говорю, что в 1991 году господин Невзоров призывал танками давить людей в Вильнюсе. Там много-много-много всего. Человек, который профессионально переобувается в зависимости от того, кто платит и за что платит. Но смотри, я немножко не об этом тебя спросил. Это факт, это известный, и в принципе он говорил, что он там раскаивается, и ну, то, что он сейчас делает, оно как бы не в парадигме того, о чем ты говоришь, да? Даже верим, не верим, мы не играем в эту игру, ну просто вот то, что он сейчас говорит, это абсолютно не то, вот, о чем ты сейчас вспоминал, да? Вот вроде бы уже давно не то, и в самых резких формах он, Александр Глебович, там добавили в этот список, даже не список, а как меня вот 2 года назад объявили террористом, объявили в розыск там и так далее, и так далее, вот. Давай с практической точки зрения, а в чем опасность-то? Вот какая опасность может исходить от него, например, да? То есть толк-то какой? Вот у нас ровно 2 минуты у тебя, мы заканчиваем уже программу. Такие люди, как Невзоров, спасают систему. Такие люди, как Невзоров, пытаются увести империю из-под удара, из-под окончательного удара. Этот окончательный удар может нанести Путин. Он сейчас опасен системе. Именно поэтому такие люди, как Невзоров, Овсянникова и прочие, их очень много, они сейчас выступают против Путина. Обрати внимание, ни раньше, ни позже, именно сейчас. Это человек, для которого было незазорно участвовать в «Эхе Москвы», в медиагруппе, там, «Газпром Медиа». Для него незазорно было подписывать контракт с Венедиктовым, он до сих пор с ним дружит и так далее. Что, Венедиктов прямо такой кристально честный человек? Ну, на Венедиктова тоже сейчас завели там не дело уголовное, а объявили его иноагентом. Таким образом система спасается. Она сейчас крапит карты. И вот этот крапленый король
медиасферы господин Невзоров, вот он предстает перед нами во всей своей красе. Он очень опасен. Саша, спасибо за то, что принял участие в программе. Она была большая, но все равно времени не хватает всегда на твою передачу, всегда интересная точка зрения. Она действительно неудобна для многих, да, и, короче говоря, все понятно, почему тебя, как ты говоришь, душат и так далее, потому что ты как бы говоришь свое всегда. Вот. Я рад, что ты нашел время к нам присоединиться. До следующей встречи. Глядачам телеканалу АТР, як у тимчасово окупованому Криму, так і в Україні, і на всьому світі. Я вдячний за те, що ви нас дивитеся, що допомагаєте. Я вдячний вам за ваші донати, за вашу моральну і матеріальну підтримку, бо вона для нас критично важлива зараз, бо майже ніхто, ні жодної підтримки іншої ми не маємо. Дивіться АТР далі, підписуйтеся на АТР, ставайте нашими донорами в будь-який доступний вам спосіб. До нових зустрічей.